основные работы завершены. Это единственный в России подземный храм. У места обретения чудотворной иконы воссоздан алтарь и иконостас. Все элементы из серебра и позолоты. А иконы со временем заменят на образа, расшитые мастерицами из Мурома. А в этой части храма можно увидеть, каким выглядел собор в 16 веке. А под стеклом хранится фундамент того первоначального здания. Раскопки проводили еще в 2016 году. Часть находок теперь хранится и в музее собора. Сохранена и часть стены не как конструкция опора, а как историческая память. Их не только укрепили, но и украсили живописью. Полностью повторяется рисунок, и мы постарались подойти к этим подлинным изображениям. Весь орнамент, цветовая палитра, все по калькам. Изображение полностью копирует оригинал прежнего собора. Роспись сейчас планируют и в основной части храма. Закончены работы по штукатуриванию стен, монтажу элементов лепного декора. На данный момент идет золочение. А вот внешний собор уже готов. Фасады с иконами из Мальты, портики, увенчанные фронтонами, белоснежные колонны и архитектурная подсветка. На все ушло почти 4 года. Задача сразу была поставлена не просто новодел, чтобы был, а воссоздание. И насколько это возможно спустя 2 с лишним века именно воссоздать, не скопировать, а воссоздать то, что было первосоздано. В этом сложность. И поэтому 2020 год он будет идти по таким активным расписанием собора, и там посмотрим. Благоустраивают и территорию собора. Каждый из этих плит хранит историю. Часть из них расположена на месте бывшей церкви и колокольни собора. Войти в уже воссозданный храм верующие смогут в 2021 году. На последний этап живопись уйдет не меньше года. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.